Здравствуйте, вы смотрите выпуск новостей на телеканале Челны ТВ, в студии Фархат Иванов. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Треть жизни на сцене, а теперь не нужны. Некоторых актеров татарского драмтеатра оставили на полставки. В конфликте разбиралась Эльмира Гайнудинова. ЧП в 35-м комплексе. Мужчина упал с высоты на припаркованный автомобиль. Подробнее в сюжете Искандера Мирзагитова. Совместный отдых детей и родителей. В Челнах стартовала вторая смена в оздоровительном лагере для приемных семей. Подробнее в материале Христины Балабановой. Мы хотим выступать, но нам не дают. С такой просьбой о помощи в редакцию телеканала Челны ТВ обратились народные артисты республики. Это некоторые актеры татарского драматического театра имени Аяза Гилязова. Что у них произошло? В проблеме попыталась разобраться моя коллега Эльмира Гайнудинова, которая выслушала мнение обеих сторон конфликта. 33 года дали свою жизнь на этот театр. И на сегодняшний день мы не нужны. С такой печалью в голосе говорят актеры татарского драмтеатра имени Аяза Гилязова, те, кто стоял на истоке его становления. По словам артистов, их выживает художественный руководитель, оставив на полставки. Зачем мне его полставки? Я не полчеловек, я нормальный человек. Всю жизнь добросовестно работали, никаких пререканий не было до сих пор. И в такое положение поставить, какое он имеет право. Когда наши сыновья и эти внуки там воюют, а он с нами здесь, стариками воюет. Совести нет. Если вы на полставки не будете работать, да? Он сказал, что я вас увольняю. На каком основании? Мы всю жизнь отдали вот этому театру. Мы хотим здесь работать. В такой сложной ситуации оказались 6 актеров татарского драмтеатра. Но, как они сообщили, на очереди стоят все артисты, которые работают с момента открытия. 12 лет проработали в Альметьевском театре. И вот приехали потом по вызову сюда строить здесь татарский театр. И детей бросили. И вот то зданию мы воевали. Взяли, подписи собирали, чтобы было в Челнах татарский театр. Еще один вопрос, который волнует актеров – распределение путинских выплат. В этом сезоне я выпустила 3 спектакля, участвовала в 3 спектаклях. Потом другая актриса, например, 4 спектакля. Да? Мы получили в мае месяце по 800 с чем-то рублей. Актеры, которые не участвовали ни в одном спектакле или участвовали там в одном, да, просто получили там по 20-30 тысяч. На защиту актеров встали их бывшие коллеги и зрители, которым они полюбились. Ведь многие из них до сих пор востребованы и снимаются в фильмах. Если мы всех своих старейшин, всех заслуженных выгоним, у нас никакого образа, никакого спектакля не будет. Мы должны их беречь. Когда я пришел в этот театр в 2002 году, они меня встретили, они меня воспитали. В то время мы работали за 1600 рублей, представляете? Но я, конечно, не стерпел. Я ушел в бизнес через 2 года. Но они остались. Одни поднимали этот театр. Со дня открытия театра 33 лет тому назад я, наверное, первый зритель и самый любимый зритель этого театра. Я безумно люблю тех актеров, которые создали этот театр. А эти артисты – корни театра, они корни дерева. Если высохнут корни дерева, разве дерево может расти? Свою позицию высказал и художественный руководитель татарского драмтеатра. По его словам, в труппе 29 актеров, треть из которых возрастные. По словам Олега Кинзигулова, вопрос насчет полставки был решен совместно с актерами. И для улучшения эффективности труппы, улучшения качества спектаклей была предложена такой вариант развития, потому что это дает и возможность привлечь и молодых, и при этом они остаются, то есть как бы во всех спектаклях, то есть нигде ни в чем не проигрывают, также получают свою зарплату. Точка в этом деле еще не поставлена. Актеры татарского драмтеатра имени Аяза Гилязова получили ответ от Министерства культуры Республики о том, что инициирована проверка, и о результатах они сообщат дополнительно. Наша съемочная группа также будет следить за развитием ситуации. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. ЧП в 35-м комплексе. Там мужчина упал с высоты.
Челнинец приземлился на припаркованный автомобиль. Исход летальный. На месте происшествия побывал мой коллега Искандер Мирзагитов. Момент падения зафиксировал умный домофон. На кадрах видно, с какой силой летел молодой человек. Трагедия произошла примерно в 7:30 утра. Многие жители дома 35-7 в это время, как обычно, собирались на работу, а потому возле многоэтажки было много припаркованных автомобилей. Молодой человек упал прямо на одну из иномарок. Я приехал, мне сообщил собственник, помочь ему забрать машину отсюда просто, осмотреть повреждения. Сказали, что 30 лет было, выпрыгнул с окна, больше не знаю ничего. Высота, скорее всего, была не маленькая, ведь после сильного удара об машину погибшего отбросило на тротуар. Спустя несколько секунд после падения к нему подбежали люди, но помочь было уже невозможно, говорят очевидцы. Силу удара было слышно даже в соседнем доме. Настолько сильно, как будто столкновение машины бывает, и стекло прям все, а этот человек прям бух упал. Прямо сейчас мы находимся на одном из верхних этажей, откуда, вероятнее всего, и произошло падение. Причины пока неизвестны. Однако, по словам очевидцев, погибший стоял в психоневрологическом диспансере, ему было 29 лет. И, возможно, именно отсюда и был совершен прыжок. На месте происшествия работала полиция и скорая помощь. Причины трагедии и все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить. Искандер Мирзагитов, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. К другим темам. Сегодня произошло массовое ДТП на проспекте Мира. Участниками аварии стали сразу 6 автомобилей, из-за чего временно были перекрыты сразу 2 полосы движения. На месте происшествия побывала и наша съемочная группа. Большая пробка образовалась на проспекте Мира от остановки Кампи до остановки 7-й комплекс. Ее причиной стало массовое ДТП, в котором приняли участие 4 легковых автомобиля и 1 грузовик. Одной из машин оказалась карета скорой помощи. Обошлось без пострадавших. Отделались легким испугом, говорят автолюбители. При столкновении большая часть удара пришлась на Ладу Гранту. По словам собственника, она не подлежит восстановлению. Тут все ушло. Кузов ушел, крыша ушла, лонжероны ушли, балка ушла. Морда в хламе. С остановки выезжала Гранта, она, получается, подрезала Мерсик. Мерсик дал налево, как я понял, подрезая Hyundai. Hyundai затормозил я, Мазай всех догнал. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции. Детали произошедшего еще выясняются. Христина Балабанова, Кирилл Хабзейн, новости Челны ТВ. Сегодня в Набережных Челнах задержали водителя автобуса с признаками алкогольного опьянения. Автоинспекторы остановили его в ходе проведения рейда по профилактике ДТП и соблюдению требований перевозки пассажиров. Сколько правонарушителей удалось поймать во время проверки, расскажем в нашем материале. За рулем вахтового автобуса 60-летний водитель. На месте госавтоинспекторы предложили мужчине пройти медосвидетельствование. Отказываться он не стал. Прибор показал, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Если превышает допустимые нормы 0,16 мг литра на выдыхаемый воздух, алкогольное опьянение будет установлено. Если меньше, алкогольное опьянение будет не установлено. 474 алкогольное опьянение установлено. Несмотря на это, водитель сел за руль автобуса. В салоне находились пассажиры. Транспорт помещен на спецстоянку. На Сармановском тракте сотрудниками госавтоинспекции был остановлен автобус ПАЗ под управлением водителя 1963 года рождения. В ходе проведения освидетельствования было установлено, что водитель находится в алкогольном опьянении. На водителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации. Также к административной ответственности привлекут должностные и юридические лица, допустившие выход на линию водителя в состоянии алкогольного опьянения. Всего госавтоинспекторы выявили 68 административных правонарушений, 40 из которых – управление автобусами, у которых были технические неисправности. 1 транспорт поместили на спецстоянку, 19 нарушений правил перевозки пассажиров и другие. Азиля Шаймухаметова, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Продсклад «Победа». Луковые кольца Red Snacks 200 грамм 49,90. Напиток газированный Twins Кола 2 литра 68,90. Все нужное по низким ценам. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е. Телефон 8 919 626 30 70. Успей заказать со скидкой от производителя до 50%. Пластиковые окна, натяжные потолки, обшивку и остекление балконов, входные и межкомнатные двери. Наш адрес: Новый город, 1815.
Вы смотрите новости, и мы продолжаем. В Челнах стартовала вторая лагерная смена для приемных семей. 150 детей из разных районов республики приезжают в Автоград. Отдых организован при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. Христина Балабанова посмотрела, как проводят время ребята. 2 года назад Александра и Андрей Щепицыны стали многодетными родителями. У пары 2 кровных и 3 приемных детей. Сейчас семья отдыхает в лагере для приемных семей. Именно здесь они познакомились со своей младшей дочкой. Находясь здесь, то есть дети занимаются своими делами, их вовлекают в разные игры, они обучаются, у них мастер-классы, психологические тренинги. То есть у нас есть время побыть наедине. Мы не озабочены с заботами о доме, стирке, уборке, еще что-то. И мы здесь 24/7 с детьми. Совместный отдых в лагере сплачивает семью. Это отмечают не только родители, но и их дети. С самого утра для ребят проводят различные мастер-классы, а также психологические тренинги. Ежегодно лагерь посещает около 300 детей и 100 родителей. Тут очень хорошо, атмосферно, можно отдохнуть, всякие мероприятия, выступления, готовишься, стараешься, за это что-то получаешь. Также хорошо проводишь время с родителями, больше времени. Скажи, а тебе как в лагере? Мне очень нравится. Чему тут уже новому успела научиться? Делать поделки тут. А тебе как? Здесь неплохо, здесь мы уже не первый раз. Здесь педагоги, психологи, здесь можно разобраться в своих эмоциях, мыслях. Программа составлена так, чтобы было хорошо и детям, и родителям, говорят организаторы. Они успевают отдыхать и по отдельности, есть и совместные занятия. Также специально составили время, чтобы родители смогли обмениваться опытом между собой. Семьи знакомятся с друг другом. Это блестящая, прекрасная возможность рассказать друг другу о своих проблемах в развитии ребенка, о своих результатах, познакомиться, и эта дружба продолжается многие годы. Здесь собирается все сообщество, приемное родительство нашего Татарстана. Детско-родительские смены направлены на раскрытие ресурса приемной семьи, а также на укрепление дружеских связей между родителями и детьми. Помимо этого в лагере оказывается адресная помощь каждой семье. Христина Балабанова, Ильнар Султанов, новости Челны ТВ. Челнинцы знают, где рай на земле, и они создали его своими руками. За 7 лет обыкновенный земельный участок семьи Ворсиных превратился в настоящий диковинный сад. В их придомовом участке растут разные деревья, кустарники и цветы. Рядом и беседка, и место для отдыха. В райском саду побывала и наша съемочная группа. Когда уже туда входишь, в эту среду, уже оттуда выходить, наверное, тяжеловато. Потому что все хочется больше что-то переиграть хочется, но в земле у нас дефицит. Локация – деревня Старые Ярыклы. Именно здесь находится рай на земле. Это уверяет семья Ворсиных, которая в 2007 году приобрела этот участок. Сначала вполне обычное, но в 2014 году челнинцы решили сделать красивый цветочный сад. Вера – человек энергичный. В создании сада она принимала самое активное участие. Именно с ее легкой руки огромная территория превратилась в цветущий Эдем. Любим мы это растение. Душой надо, наверное, ко всему относиться, как дитё это малому. Также любя и относимся. Поливаем, конечно, естественно, подкармливаем это, естественно, все это. Все удобряется. Мы же сами тоже едим же, правильно? И они говорят, мы тоже кушать хотим. Но так ухаживаем. Бассейн, беседка, водопад, плетеные ивы и даже вот такие фигурки. Все сделано по инициативе хозяина. Первым делом мы не думали об участке этом. Мы брусчатку начали заливать, сами делать брусчатку. А потом уже пошло это, участок уже делать. Бассейн, беседку, водопад и все остальное. Ухаживать за садом помогают дети и внуки, а также вместе наслаждаются отдыхом. С 31 мая моя дочка тут торчит, не вылезаем. Вытащить ее в город очень сложно. Если была бы здесь школа в деревне, где-то поблизости, она бы, наверное, вообще домой бы не поехала. Помогаю дети косить, поливать, там бабуле в доме пыль вытирать. А так мне здесь очень нравится. Мы тут в бассейне купаемся. Это ли не рай на земле, говорит семья Ворсиных. Они создали такую красоту для души. Вечерами в саду на свежем воздухе они отдыхают и пьют чай из дымящегося дровяного самовара. Айзеля Шаймухаметова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.
Утром загорать, вечером зажигать. В Челнах прошел полюбившийся многим Кунель-пати. Организаторами выступили радиостанция «Кунель» совместно с телерадиокомпанией «Челны ТВ». Яркие выступления лучших певцов Татарстана, подарки от спонсоров и, конечно, отличное настроение. Все это было на пляже Сандали. На одной сцене лучшие татарские исполнители: Ильназар, Руслан Керамиддинов, Рамиль Закиров, Ильдус Садыков и Радик Шарафиев. Артисты привезли свои самые лучшие композиции. Я очень сильно люблю Кунгель Радиоса, постоянно выступаю на их концертах. Не знаю, здесь атмосфера такая своеобразная. Вообще город Челны я очень сильно люблю. Большое спасибо Кунгель Радиоса, то, что устраивают такие вечеринки, такие праздники, за то, что они поднимают молодых артистов. Мы очень благодарны. А благодарны были и гости Кунгель-пати. Градус накалялся, температура поднималась. Устоять на месте под динамичные песни никто не мог. Танцпол пляжа быстро заполнился. Каждого артиста встречали громкими аплодисментами. Обожаю радио Кунгель, мое любимое радио. Мы всей семьей слушаем ее. Настроение шикарное, обожаю. Всем желаю хорошего настроения. Замечательная дискотека, просто супер, молодцы организаторы. Очень все классно сделали, красочно, такие хорошие артисты. Мне уже больше 50 лет. Мне очень даже хорошо здесь. Я себя чувствую 18. У меня сердце 18. Круто вообще. С молодыми гуляю, танцую. Спасибо большое за такой праздник. Организовали такой праздник челнинцами и гостям города радиостанции «Кунгель» совместно с телерадиокомпанией «Челны ТВ». Помимо выступления знаменитых исполнителей татарской эстрады, гостям подготовили конкурсы с подарками. Надеюсь, что вот эти выступления, вот эта энергия, которую они сегодня соберут, то есть эти энергии у них скопятся и хватит до конца осени. А иначе быть не может. Кунгель-пати – это ежегодная дискотека от радиостанции «Кунгель», которую всегда с нетерпением ждут челнинцы и гости города. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке, который отведет Руслан Харисов. Оставайтесь на нашем телеканале.